Общественники проекта «Сытый гражданин» готовятся к открытию Центра реабилитации бездомных «Дома жить» в столице Коми. 25 декабря он распахнет двери для оказавшихся на улице людей. Здесь они смогут не только переночевать и получить помощь, но и пожить несколько месяцев, пока не найдут работу и постоянный дом. Евгения Кладкевич подробнее о том, как будет устроен долгожданный центр. Собственный дом, работа, друзья и светлые перспективы – все это было в жизни Дмитрия Филиппова. Все изменилось в 2010-м. Мужчина попался на уловку черного риэлтора. Потерял жилье, потом веру, начал скитаться по друзьям, опустился на самое дно, попал в тюрьму. В этом году освободился, пошел в центр занятости. Там ему и рассказали, что за помощью можно обратиться к авторам проекта «Сытый гражданин». Для того, чтобы я здесь, как говорится, смог найти себя, работу. Я здесь сейчас нахожусь, очень счастлив, есть чем заняться. И, соответственно, есть пока где жить. Дмитрию помогли восстановить документы, обеспечили одеждой, всем необходимым, койкой в будущем реабилитационном центре бездомных. «Дома жить» – именно так он называется. Откроют его уже через пару дней, но часть подопечных здесь уже проживает. Всего центр занимает 630 квадратных метров, разделен на 2 корпуса – мужской и женский, в обоих на завершающей стадии ремонт. В центре бездомным будут оказывать комплексную помощь, не только помыться и переночевать. Здесь люди без определенного места жительства смогут даже пожить несколько месяцев, пока не наладится ситуация с документами, жильем и работой. Предоставление жилья, питания – это будет абсолютно все бесплатно. Но это будет не просто реабилитационный центр, а это будет некий дом по правилам, где будут обязательные условия, чтобы сюда попасть. Это отсутствие жилья у человека, который к нам обратится. Второе – это, конечно же, соблюдение всех правил самого центра, а также трудоустройство на работу. Еще одно условие для будущих постояльцев – обязательный медицинский осмотр и анкетирование. Реабилитация каждого займет примерно полгода. Сотрудники центра предоставят все необходимое, но взамен попросят отработать. Только труд, по мнению авторов проекта, поможет бездомным в борьбе с зависимостью. Они, к слову, самая частая причина, по которой люди оказываются на улице. Но чтобы процесс избавления от пагубных привычек и реабилитация проходили эффективнее, в центре с подопечными будут работать нарколог и психолог. Очень многие люди думают, что бездомно на них уже можно поставить крест, что они уже ничего не смогут сделать. Хотелось бы доказать, что это совсем не так, и любому человеку можно предоставить шанс, он обязательно им воспользуется. Во-первых, это нужно, конечно же, постараться помочь людям, чтобы у них как-то поменялось мышление. Понятное дело, что они уже очень долгие годы жили в стрессе, это не могло пройти бесследно. Плюс ко всему, если там есть проблемы с алкоголем, возможно, люди только там вышли из тюрьмы, это тоже все накладывает отпечаток. И главное до них донести, что социум – это, в принципе, такая безопасная среда. Главное, чтобы они смогли адаптироваться, найти какой-то общий язык и этого не боялись. То есть нужно поменять стратегию их поведения. В женском корпусе организуют парикмахерскую и прачечную, в мужском – зал для тренингов. Комнаты будут вмещать от 4 до 8 постояльцев. Обустроят в будущем здесь и комнату матери ребенка для женщин, которые стали жертвами домашнего насилия. Евгения Кладкевич, Алена Туркина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.